В настоящее время достигнуто определенное оживление в экономике. Несмотря на пандемию, показатели растут. Плюс 3% ВРП к уровню прошлого года. Доходы консолидированного бюджета составили 232 миллиарда. Увеличение поступлений в текущем году позволило Татарстану упрочить лидерство в ПФО по объемам налоговых доходов. Однако положительная динамика не повод для успокоения, отметил президент. Важно помнить, что мы по-прежнему работаем в условиях пандемии. И ситуация, она достаточно напряженная. Нельзя надеяться на лучшее, мы должны формировать запас прочности. В этом году в Татарстане впервые рассчитывают собрать больше 1 триллиона рублей налогов. По данным УФНС, в казну уже поступило 70% от плана. В зоне роста все основные налоги. При этом высокую динамику показывают налог на прибыль, на доходы физических лиц, а также НДС. 63% всех поступлений приходится на нефтехимический комплекс, поступления от которых возросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В 3,5 раза свои налоговые отчисления увеличили самозанятые. Они пополнили казну на 642 миллиона рублей. Однако в республике впервые выявлены случаи перевода в эту категорию штатных сотрудников. В текущем году, к сожалению, нами установлены 103 такие компании, и в них отношении 14 составлены акты проверок, остальные 89 в добровольном порядке представили уточненные декларации. В результате в бюджет и в государственные внебюджетные фонды дополнительно поступило более 15 миллионов рублей. Вместе с тем, с начала года целый ряд крупных и средних предприятий снизили свои платежи по налогу на прибыль. Мы провели встречи совместно с Минэкономики и отраслевыми министерствами и совместно с налоговой. Есть проблемы у некоторых по реализации продукции, по ценам. Но, на наш взгляд, вот то, что по их объяснениям, во всяком случае, многие из них в 4-м квартале ситуацию поправят. Особое внимание на совещании долгам в районах. В ряде произошло снижение налоговых поступлений. Президент обещал сократить поддержку там, где ситуация не наладится. Мы будем рассматривать вопрос сокращения финансирования из бюджета республики в части поддержки района на цели капитального характера и на проведение различных мероприятий. По-другому быть не может. Если вы сами плохо работаете, какая может быть дополнительная поддержка? Поэтому обратите внимание, мы это очень серьезно будем контролировать. По недоимкам президент поручил провести детальный анализ и проблему устранить. Также Рустам Минниханов распорядился продолжить практику проведения совместных рейдов по должникам с участием ГИБДД. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.